Ну, боевой матч получился, в принципе. Нам, можно сказать, в концовке больше повезло. Мы добились победы, в принципе. И «Динамо» имело моменты, особенно в начале игры у нас немного не разобрались с левым флангом обороны. На мой взгляд, еще «Динамо» чуть-чуть не совсем сыгранная команда. Надо для нее время, чтобы сыграться. Но очень сильно индивидуальные футболисты. 20-й номер, то есть Фатай. Есть футболисты, которые могут решить эпизод. Ну, в целом, я доволен игрой Жигита. В общем, у нас была вынужденная замена. Одного из лидеров команды получил травму Алексей Ильич, потому что мы боялись за центр поля. Ну, Андрей Якимов сработал хорошо. Ну, в принципе, команда сработала хорошо. И поздравляю всех болельщиков. Ровно и команду с победой. Ваши вопросы? Алексей Тарович, столица. Андрей Николаевич, а как вы оцените сыгранность своей команды? Здесь тоже есть проблема. Понимаете, в чем дело? Вот вроде бы и Атемен, и Джанг уже второй год в команде, да, но в прошлом году они в разных кондициях прибыли, только они сейчас, начиная с команды набирать форму. Конечно, да, пройдет, правильно говорят, пройдет туров, может быть, 8-9, чтобы можно говорить о какой-то целостности. Есть какие-то разобщения, есть недопонимание, есть немного неправильное развитие атаки. Ну, мы выходим с этого положения, поэтому. Следующий вопрос. Влад Воронин, спортивный портал «Трибуна». Игорь Николаевич, с вами разговаривал, вы обещали рассказать, что же произошло с Солодовниковым. Солодовников все рассказал. Солодовников все рассказал, читайте матчасть, там написано все, что он сказал. Могу только повторить, что он сказал, что нет никаких проблем. Был такой хороший, и есть, почему был председатель клуба «Автономного пола», здесь 7 лет проработал, Леонид Данилович Подлицын. Так он все время говорит: перестаньте мучиться, не мучитесь. Чего вы мучаетесь? Вот мы можем на какие-то моменты ответить только результатом. А так в клубе все хорошо и готовимся к матчу с «Торпедо» Жодин. Николаевич, из Волгограда с победой вас. У вас Алукулов играет продуктивно, он с первых минут еще не готов. Готов. Почему не готов? Но мы строим свою тактику под тактику соперника. Мы смотрели игры «Динамо», где во втором тайме чуть-чуть садится. В принципе, те игры, которые не сыграли. Поэтому защитники, на наш взгляд, такой, в принципе, это сработало. А Алукуман легкий, подвижный игрок, обладает хорошим набором индивидуальных качеств. Вот эта замена сработала. Мы планировали его, чтобы он выпустил на замену. Хотя он не совсем там правильно сыграл. Может быть, на оборону, но все-таки 18 лет. Поэтому мы не можем человека сразу калечить, надо планомерно его подводить к игре. Это, наверное, тот случай, когда счет не по игре. Так, если коротко. Ваши вопросы? Егор Михайлович, по кадрам вопрос. Вне заявки у вас остается опять Копленко, вне заявки остается Вергеич, вроде бы они живы-здоровы, с чем это связано? Может быть, с тем, что, ну, к примеру, Вергеич писал контракт с «Динамо» еще до того, как команда? Нет, я же сколько раз говорю, никакой тренер не будет себе врагом. Дело не в этом, что кто-то до меня подписал, либо кто-то при мне подписал. Есть тренировочный процесс, который дает ответ на все. Мы же сегодня после 2 игр не можем сказать, что Богомольский выходит, и игра становится наша блеклая. Правильно? Мы не можем этого сказать. Поэтому на сегодня решение принимается по тренировочному процессу, кто как в тренировочном процессе работает, так и выбираем игроков. То, что касается Копленко, то же самое. Никаких предвзятых этих нет, и я могу сказать точно, что ребята работают качественно, Вергейчик забивает, там за дубль играет, когда выходит, играет. Но на сегодняшний день ситуация такая. Есть игроки, которые выглядят на сегодняшний день, отдается предпочтение им. Влад Воронин, спортивный портал «Трибуна». Роман Михайлович, вы начинали в 3 центральных защитника. Вообще оправдалась ли эта задумка? Почему такую тактику выбрали против Немана? И если еще можно, почему все-таки Дьякова заменили?
проанализировали Неман. Неман играет агрессивно за счет двух форвардов. Поэтому мы понимали, что в начале развития атаки нам нужен будет лишний игрок. Поэтому добавили одного центрального защитника. И тем самым обрезали Неману прессинг высокий. Отсюда мы спокойно переходили из зоны обороны в зону атаку спокойно. При этом создавали моменты в первом тайме. В перерыве Дьяков не смог. Мы уже к концу первого тайма понимали, что он не сможет. Мы сделали невынужденную замену, перешли на систему 4-4-2. Уже к тому времени и Неман не мог прессинговать, если вы заметили, потому что невозможно прессинговать 90 минут. Нам хватало двух центральных защитников. При этом мы опять создавали моменты. И во втором тайме у нас были хорошие подходы. Но мы не забили. К сожалению, это футбол, и надо принять это и двигаться дальше. Сказать, что система себя не оправдала. У меня ни к 3-5-2, ни к 4-4-2 нет претензий. У меня даже по игре к ребятам нет претензий. Все отработали качественно, создали моменты, но не забили сегодня. Футбол, мы, наверное, за это и любим футбол, за вот эти эпизоды. В прошлой игре возникла такая перепалка между Дьяковым и Рихновичем. Как-то разбирались, выясняли, что произошло, разговаривали с игроками. Да нет, это нормальные обычные эмоции. Это обычные эмоции двух взрослых людей. И акцентировать на этом. Сегодня оба были на поле, если вы заметили. Оба отдавались. Дьяков 45 минут, сколько смог. А Рихнович еще больше смог. Причем довольно качественно, что один, что второй. Будут ли еще вопросы? Владимир Клюлин, «Комсомольская правда» Беларуси. Замену Фатая делали, держа в уме кубковый матч с Витебском или какие-то другие резоны? Нет, да, мы не думаем так далеко. До Витебска еще 2 дня. На сегодняшний день анализ игры показал быстрый, что Фатай не цеплялся за мячи, и мы перестали прессинговать линию обороны соперника. Они стали более комфортно выходить из зоны обороны в зону атаку. Поэтому нужно было заменить более на другого форварда, который выполнял те требования, которые к нему выдвинули. Вы видели, вышел Богомольский, стал напрягать двух центральных защитников, и тем самым Неман перешел на длинные передачи, которые мы все время подчищали, и создали еще, я же говорю, опять моменты впереди. Ну, так случилось сегодня, и я же говорю, надо опять принять это и двигаться дальше. Было бы, наверное, хуже, если поиграли плохо, моментов не имели, проиграли, наверное, это да. Ну, я говорю, сложный момент, качество игры хорошее, но проиграли. Ничего страшного, это футбол. Еще вопросы? Игорь Шитов опять ошибся. Пугает ли вас форма игрока и как-то будут ли какие-то, может быть, санкции, разговоры, будете разговаривать как-то с футболистом? Ну, футбол подразумевает ошибки. Просто игроки, которые играют в атаке, их ошибки, они не так явно смотрятся, понимаете, о чем говорю. Когда ошибается линия обороны, это другие ошибки. Но почему-то, когда Шитов забил, вы не спросили, вот Шитов забил, давайте поговорим с Шитовым, скажем, что он молодец. Ну, сегодня Игорь совершил ошибку, ну ничего страшного. Никаких разговоров не будет. Я же говорю, будем двигаться дальше, будем останавливать игроков, уже думать о следующем матче, о Кубковом. Для нас он не менее важен. Не менее важен, может даже еще важнее, чем то, что был сегодня. Самое страшное, что нужно именно людей психологически восстановить после такого поражения. В любом случае мы понимаем, что футболисты тоже понимают, что они имели эпизоды, имели хорошие подходы, не реализовали и при этом проиграли в конце. Это сложно, это удар. Ну, будем пытаться выйти все вместе с этого удара. Ничего страшного, еще разговаривать. Вам не кажется, что казалось невозможно лучшую игру в сезоне? Вы понимаете, мы работаем в тренировочном процессе над определенными аспектами. Я всегда говорю, мы строим тот футбол, когда разговариваю с игроками, а те футболисты-исполнители, которые у нас есть, мы футбол сегодня пытаемся строить такой. Я всегда говорю, что есть футболисты, обладающие как хорошими качествами, так и плохими. И наша задача тренерского штаба заключается в том, что мы должны хорошее качество преподнести в хорошем виде, а все плохие качества, которые есть, неплохие, они чуть похуже просто хороших, их нужно нивелировать. Мы работаем, пытаемся ставить свой футбол, который мы хотим играть. Да, понравилась сегодня игра, но это не значит, что мы остались довольны. Результатом-то мы недовольны. И это, наверное, самое основное. И на сегодня это самое болезненное. Ну, я же говорю, надо принять и двигаться дальше. Заключительный вопрос.
В стартовых турах играл Яхая, затем ошибся в игре с Витебском и перестал, как сказать, вы стали делать ставку на Мунира. Связано вообще это с ошибкой в той игре или просто на данный момент Муниру сильнее, чем Яхая? Я же вам ответил перед этим. Все решает тренировочный процесс. Основная лакмусовая бумажка – это тренировочный процесс. Кто как работает в тренировочном процессе, тот так и работает, тот и играет. Понимаете? Я же вам сказал перед этим. А ошибаются все. Просто у кого-то, еще раз говорю, ошибки ключевые, кто ближе к своим воротам. Те, кто дальше, у тех менее ключевые эти ошибки. Но при этом, вы заметите, мы сегодня говорим о Шитове, который допустил ошибку, и она ключевая, но при этом никто из вас не задал вопрос, а вот Фатай не забил, 2-3 эпизода имел, и не первую игру, правильно? Заметьте, вы никто не спросил. Второй форвард Беланов имел момент на первых минутах, не забил. Но вы не обращайте на эти ошибки, потому что они далеко от наших ворот. Ну, не забили, не забили. Там они ключевые ошибки. Шитов допустил эту ключевую ошибку. Ну, ничего страшного, я же говорю. Ничего страшного. Также и Яхая допустил ошибку. Во-первых, если вы помните, Яхая допустил ошибку в 35 метрах от ворот. После этого эту ошибку еще могли исправить группа игроков, которая находилась сзади. Правильно? Есть защитники, еще один из опорных полузащитников, если вы помните. Они не исправили ошибку Яхая. Она была результативной. Это футбол. Это футбол. Радует, по крайней мере, то, что все-таки мы, слава богу, пока не пропускаем, мало пропускаем. И тот гол единственный, который мы пропустили, я считаю, что он со стандарта, но я же говорю, надо сегодня принять то, что случилось. Это больно. Но мы примем, будем двигаться дальше. Очки все теряют, турнир длинный, вы же видите. И Брест 2 игры подряд теряет очки. Это то, что я говорил, когда меня первое время спрашивали по поводу чемпионата Беларуси. Я уже могу сейчас однозначно сказать, чемпионат очень сложный и легко никому не будет.